Здравствуйте, на телеканале «Осетия Ирештон» программа «Самое время». А это значит, пора обсудить интересные факты, актуальные события и пообщаться с компетентными людьми в нашем эфире. Ну и, собственно, представить ведущих этого эфира. Это Алана Гадзацева и Дзира Сакараева. Предлагаю начать с острых вопросов. Новостные паблики снова разрываются от гневных комментариев, возмущенных поведением туристов-пользователей сети. На этот раз набегом вандалов подверглись Завгисская крепость и Сырт-Феогдония. Ну, как ты видела эти фотографии? Я видела эти фотографии, очень неприятно, конечно, наблюдать. Осадок, конечно, оставляет, но мы здесь не для того, чтобы посыпать голову пеплом. В конце концов, есть специальные ведомства, специальные люди, которые должны решать эти вопросы. Другое дело, что вот у тебя какие, по твоему мнению, возможны причины произошедшего в голове? Ну, все вокруг винят в этом одних лишь туристов. Да, понятно, что, да, наверняка там присутствует этот фактор, да, безусловно. Вот если даже посмотреть комментарии, которые были в социальных сетях, да, многие ссылаются на туристов. Но разве местные жители не совершают тоже не самые приятные действия? Такое тоже, к сожалению, встречается. Думаю, конкретно по Завгисской крепости, скорее всего, да, есть момент, что... Но тут и, получается, и вина гидов, согласись? Да, потому что в погоне за наживой, может быть, они немножко где-то упускают вот этот инструктаж необходимый, да, поведенческий. Это, мне кажется, не те гиды, которые, знаешь, часто бывают в нашем эфире, которые обучены, прошли специальную подготовку. Это вот, назовем так, ну, дилетанты, да, которые просто пару статей в интернете прочли и решили легко подзаработать денег. Мне кажется, вот в этом заключается проблема. А еще мне кажется, что мы, ну, может быть, мы не ведомство и не можем как-то на законодательном уровне, да, пресечь это, но мы можем, как сознательные граждане, если вдруг стали свидетелями этого произвола, сделать замечание культурное, такое литературное. Сложно себе представляю, как делать замечание в такой пикантной ситуации, но есть еще нюанс просто отсутствия инфраструктуры. Да, есть такой серьезный нюанс. Ну, об этом мы тоже сегодня поговорим. А что касается объектов культурного наследия и памятников, так у нас в городе их полным-полно. Вот, например, сейчас вы видите, да, на экранах, режиссеров попросим вывести картинку. Это тот самый дом Анны, дом Поповых, да, и там проживала та самая Анна, возлюбленная Костахи Тагурова, которой он посвящал свои произведения, но также этот дом является памятником культурного наследия. Ну и его собственникам, да, выданы охранные обязательства. Вот все детали по охранным обязательствам мы обсудим в нашем эфире. Есть и другие объекты. Это, скажем, здание на углу проспекта Мира и улицы Бутырина. Очень красивое здание. Да, оно тоже выявленный объект культурного наследия. И также еще одно прекрасное здание, это такой дом с мезонином на углу улиц Некрасова и Миллера, является образцом владикавказского модерна. Ну вот мы с тобой ходим по этим улицам, наблюдаем эти здания, получаем эстетическое удовольствие. А есть люди, чья работа непосредственно связана, чтобы эти здания, ну, скажем так, мониторить и наблюдать. И вот председатель этой самой организации, этого ведомства сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Ацамаз. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде чем мы перейдем вот к этой красивой исторической части нашего города и нашей республики в целом, хочется узнать ваше мнение по поводу произошедшего. Вы же видели эти фотографии? По поводу произошедшего комментировать особо нечего. Это вопрос культуры, воспитания людей, которые ненадлежащим образом себя ведут. К сожалению, мы не можем представить каждому объекту культурного наследия охранника. Как вы правильно заметили, наверное, гиды должны, я думаю, они разъясняют, но опять мы упираемся в то, что не все люди достаточно хорошо воспитаны и могут себя вести так, как положено нормальному человеку. А вот мы с Аланой рассуждали о достаточной инфраструктуре. Это играет роль какую-то? Инфраструктура всегда играет роль, но если вы обратили внимание, в последнее время очень большое внимание этому уделяется. Да. И глава республики дал поручение районам республики, руководителям районов, чтобы эта инфраструктура была приведена в порядок.
Что, в принципе, сейчас и делается. Не сразу, но, насколько я сам обратил внимание, работа в этом направлении ведется. Вот еще, знаете, пользователи и комментаторы, диванные войска, они едины в том мнении, что некоторые так сгруппировались. Там фраза была, цитата, «Хотим, чтобы стало как раньше, когда на Кавказ боялись ехать». Я считаю, что это неправильное выражение. Все развивается, все меняется, люди становятся цивилизованными, зачем бояться? Надо создавать условия и принимать гостей так, как это должно быть. Просто, может быть, они уже не готовы к приему гостей. Им кажется, что без гостей как будто бы лучше было. Вы сами сказали, это диванные критики. Если обращать внимание именно на диванных критиков, мы далеко не уйдем. Вот про туризм мы еще сегодня поговорим, но один из серьезнейших факторов, который привлекает в республику туристов, это, безусловно, потрясающая архитектура города Владикавказа, это исторические памятники, которые есть у нас и во Владикавказе, и в том числе в районах республики, их множество. Вот скажите, какая работа сейчас ведется по сохранению этих объектов и какие предъявляются требования, вот как, например, предъявили собственникам дома Поповых, да, какие требования предъявляются к собственникам таких объектов? Требования для всех объектов одинаковые. То есть собственник, во-первых, несет бремя содержания этого объекта, он ответственен за сохранность данного объекта, и в случае ухудшения состояния объекта собственник обязан принимать меры по его восстановлению. Но часто собственники этих домов бывают чуть ли не древнее, чем сами эти дома. Вот если у них нет финансовой возможности поддерживать в порядке этот объект или сил физических. Это реально и объективно, потому что содержать объект культурного наследия, естественно, удовольствие дорогое, потому что сама реставрация и сохранение объектов идет по отдельному законодательству, по отдельным процедурам, что влечет за собой какие-то дополнительные расходы. Естественно, мы понимаем, что если взять историческую часть города, да, как вы сказали, там собственники с советских времен живут, не каждый может себе позволить его содержать. Тенденция такова, что более состоятельные люди выкупают эти помещения, принимают меры по сохранению. Это все под коммерцию уходит в таком случае. Дело не в коммерцию. Человек может купить здание и на окраине города, не объект культурного наследия, но тенденция такая, что люди покупают, и у них есть интерес сохранять эти объекты. Поэтому коммерция, естественно, присутствует, но и живой интерес восстановления объектов есть. А если собственник настроен так консервативно, не хочет расставаться с родными стенами? Но в таком случае есть административные ресурсы, предусмотренные законодательством. Это штраф, обращение в суд с иском о понуждении в приведении объекта в надлежащий вид. Крайняя мера – это изъятие объекта у собственника. С продажей, с компенсацией ему каких-то расходов, естественно, но рычаги воздействия законодательством предусмотрены. А что входит в понятие надлежащий вид? То есть что должно соответствовать? Объект должен не разрушаться, во-первых. То есть собственник должен принимать все меры для того, чтобы объект сохранялся в надлежащем виде. Например, покрасить фасад в любой цвет, который нравится. Естественно, нельзя этого делать, потому что для реставрации любого объекта культурного наследия необходима разработка проекта, который может сделать только организация с лицензией Министерства культуры. Естественно, внешний вид фасада они не на свое усмотрение придумывают, а исходя из исторических материалов каких-то. И только в соответствии с проектом потом можно проводить эти работы. Это если мы говорим о частной собственности, да, допустим, жилой дом. А если это бюджетное какое-то учреждение, находящееся? Любая собственность, закон не разграничает частную или государственную собственность. Любой объект культурного наследия реставрируется, исходя из требований закона об охране объектов культурного наследия. А какая работа ведется конкретно вашим ведомством по мониторингу этих нарушений? И как часто вы с ними сталкиваетесь? С нарушениями мы сталкиваемся постоянно. Вы это видите, в принципе, из социальных сетей тоже. Скажите, извините, я вас перебью, а это потому, что люди просто не в курсе, что они собственники такой жемчужины исторической, или просто на это не заморачиваются? Есть случаи, когда... у нас, давайте начнем с того, что у нас 1500 объектов культурного наследия. Это объекты с определенным статусом и выявленные объекты культурного наследия. Большая часть из них попала в эти списки еще в советские времена. Естественно, есть какие-то единичные объекты, по которым собственник может не знать, что он живет или владеет объектом культурного наследия. Но это единичные случаи.
Большая часть, естественно, знают, где они живут, что это за объект, какие требования к ним предъявляются. Поэтому незнание – это не самый главный фактор. Халатное отношение – да. Нежелание восстанавливать – тоже да. А вот если брать, скажем, стоимость обычного ремонта и в соотношении с реставрацией, это, мне кажется, наверное, в разы превышает. Я вам в процентном соотношении не скажу, но, естественно, это дороже, потому что подразумевается разработка проекта, как я вам говорил. Работы на объекте могут вести только организации с лицензией, то есть там должны быть квалифицированные специалисты, соответственно, их труд оценивается дороже. Ну вот в работу вашего ведомства входит именно выявление памятников и в дальнейшем что? Мониторинг, соблюдение? Мониторинг, контроль за их сохранением, да. Все это входит в нашу функцию. А вот соответствие проводимых работ, например, реставрационных, либо каких-то поддерживающих работ, это входит в ваши полномочия? Любые работы, контроль за их проведением на объектах культурного наследия, естественно, относятся к компетенции комитета, потому что, во-первых, мы выдаем задания на разработку проекта, потом мы выдаем задания на проведение работ, и, соответственно, мы же проверяем соответствие проведенных работ тому проекту, который мы согласовали. А можете привести примеры объектов, где такие работы были проведены? Ну вот возьмите самый яркий пример – дом Вахтангова. Там был разработан проект, согласован в комитете, естественно, велся мониторинг проведения данных работ, и по завершении был комитетом подписан акт выполненных работ. Ну да, но финансирование тут было внешнее. А разницы нет, какое финансирование. Будь это государственное, частное финансирование, механизм один и тот же. Вы знаете, как-то в нашей студии был представитель как раз-таки реставрационной компании, и он сказал такие слова, которые меня удивили, что отсутствие денег сохранило большое количество объектов культурного наследия. Мне очень понравилась эта фраза. Ну, то есть не было вот этого передела, облицовки кирпичом. Скорее всего, в конце 90-х, 2000-х годов, когда, если бы у людей была возможность сделать то, что они хотят, наверное, мы не получили бы то, что сейчас есть. Может быть, он в этом был и прав. Но я так понимаю, что работа по выявлению объектов продолжается. То есть это... Работа по выявлению, естественно, продолжается, потому что не все объекты включены в реестр. Процесс бесконечный, в общем-то. Надо понимать, что не каждое старое здание и каждая башня должен быть объектом культурного наследия, но процедура эта длительная, то есть каждый год какие-то... Вот в этом году у нас обратились люди, общественные организации, порядка 6 объектов, они предлагают ввести в перечень выявленных объектов. Этот вопрос будет рассматриваться. Естественно, постоянно эта процедура происходит. А какие критерии объекта культурного наследия? Их много, но если коротко, это архитектура, историческое значение, культурное значение. То есть объект должен быть не просто, если мы возьмем просто старый особняк, да, какой-то, он не просто должен быть красивый. У него должна быть своя история, у него должен быть свой статус, у него, естественно, должна быть какая-то интересная архитектура. Там факторов очень много, и определением, объект это или не объект, занимается не комитет. Комитет может только включить объект в перечень выявленных объектов и взять его под охрану, чтобы до определения его окончательного статуса с объектом ничего не произошло. А определение статуса объекта – это полномочия эксперта, опять-таки у которого есть лицензия Министерства культуры Российской Федерации на проведение подобной экспертизы. Проводится государственная историко-культурная экспертиза. И в ходе проведения этой экспертизы как раз эксперт самый главный ответ дает о том, что да, это объект культурного наследия, либо нет, он признаком не отвечает, и его надо из перечня выявленных объектов исключить. А такие случаи есть, исключения из списка? Во-первых, надо понимать, что вот в этом году проведено 35 экспертиз, 15 объектов исключены, но 15 объектов, что вы должны понимать, что это такое. Это так называемые хрущевки. То есть у нас в перечне выявленных объектов есть многоквартирные дома, хрущевки. А руководствуясь какими соображениями? Но сейчас мы на это ответить не можем. Они были включены в советские времена. Руководствовались тем, что там жил какой-то видный деятель искусства, культуры, может быть, политический деятель. Но на сегодняшний день мы понимаем, что такое здание не должно быть объектом культурного наследия, и эксперт, естественно, сделал соответствующее заключение. А какие-то преимущества дает вот это признание жильцам той же хрущевки? Никаких преимуществ, кроме обременений, это не дает.
То есть получается, что мы даже упрощаем жизнь людям, чей дом мы исключили из этого перечня. Эти работы вот, по реставрации или по поддержанию дома, объекта в необходимом, в требуемом состоянии, они сколько могут занимать по времени? И вот кажется, что как раз-таки вот эта смета, вот эта экспертиза, это как будто бы и лишает объект вот того самого времени, за которое он буквально может разрушиться, не дождавшись своей реставрации. Нет, тут дело не во времени, тут дело, естественно, в средствах, которые есть у собственника данного строения или объекта. Процедура удлиняется не на большой срок. Там время отнимает только разработка научно-проектной документации. Все остальное, в принципе, происходит точно так же, как и с обычными домами. Вот еще хотела, чтобы вы привели примеры, вот, скажем, художественная школа имени Тавасиева, да, там тоже проходили относительно недавно реставрационные работы. Там проходили работы и планируется еще проведение каких-то работ. Да, были выделены денежные средства на проведение реставрационных работ. И мы как раз-таки, наверное, полгода назад ходили, смотрели, как там что сделано. Все было очень хорошо выполнено. Процедура такая же. Выделили денежные средства, предусмотрели в бюджете, выделили, заказали научно-проектную документацию, и организация с лицензией провела реставрационные работы. А вот негативные примеры, когда провели работы не по требованию, там, не знаю, покрасили фасад не в тот цвет, не с теми материалами? Я вам скажу, что на моей памяти такого нет. Почему? Потому что то, что делалось, допустим, лет 20 назад, законодательство было немного другое. Работы выполнялись на усмотрение собственника, да, грубо говоря. Поэтому какие-то часть фасадов были испорчены. Все, что происходит сейчас, и у нас это, к счастью, уже не единичные случаи. Собственники обращаются в комитет, им разъясняется порядок. Они заказывают проектную документацию. И, в принципе, сейчас несколько объектов планируется реставрировать именно так, как они должны быть. То есть последние пару лет уже тенденция такая, что все-таки собственники проводят реставрацию так, как это должно быть. А если брать опыт других регионов, других городов, вот, скажем, в этом году мне посчастливилось побывать впервые, кстати говоря, в Казани, и исторический центр Казани очень похож по своей архитектуре, по стилистике, очень похож на Владикавказ. И вот мы заходили в несколько учреждений, которые там были, и раньше это были, коммунальные квартиры, Советский Союз, да, то есть прекрасный дом там в стиле модерн, пущен под коммунальную квартиру. И сейчас они это все восстановили, привели в полный порядок, вот именно в историческом виде, все со соответствующими материалами. Вот вы говорите о том, что если собственник не имеет средств, то тенденция продавайте и тому, кто имеет средства. Вот такой пример у других городов? Это пример везде. Я считаю, что если человек не может содержать это, он может там жить и дальше. Его же никто не заставляет. Это его личное право, продать или нет. Он может какими-то своими подручными средствами поддерживать, насколько он может, надлежащее состояние этого объекта. Просто это закономерность такая. По-другому и не будет, наверное. И на этой жизнеутверждающей ноте. Спасибо вам большое за разъяснение. Я думаю, что на самом деле не все так категорично и критично. Я думаю, эти собственники понимают, где они живут, испытывают действительно какие-то теплые чувства к этим зданиям. Думаю, уже сроднились с ними и при желании и сами могут спасти их от разрушения. Во всяком случае, хочется в это верить. Пусть будет так. Спасибо вам большое. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и после нее продолжим наш эфир. Продолжаем наш эфир программы «Самое время». Затронули тему памятников культуры и истории. Их в республике множество, и именно они чаще всего и становятся точками притяжения для туристов. Привлекают, конечно, и природные красоты. И чтобы не быть голословными, приведем факты.
Популярность активных и приключенческих туров к природным достопримечательностям Северной Осетии за год выросла на 42%. Это следует из исследования сервиса бронирования отелей МТС Travel, туроператора Russia Discovery и Российского союза туриндустрии. С таким показателем республика вошла в топ-5 направлений в 2023 году, активнее всего набравших популярность для приключенческого туризма в России. На 52% год выросла популярность приключенческих локаций в Мурманской области. В топ регионов по приросту приключенческого турпотока помимо Осетии также вошли Карачаево-Черкесия 44% и Адыгея 43%. Вот такая вот популярность. Да, турпоток нарастает в прогрессе, виной тому сарафанное радио, блогеры. Кстати, не так давно Международный аэропорт Владикавказ провел первый в своей истории официальный спотинг. На летном поле собрались профессионалы, любители авиационной фотографии из 3 городов России: Москва, Минеральные Воды и Ставрополь. Они фиксировали интересные моменты работы служб аэропорта и на максимально близком расстоянии взлеты и посадки самолетов. Ну, теперь красивые снимки разберут блогеры для своих обзоров. Кстати, недавно в одном из местных пабликов вызвало массу обсуждений видео блогера, которая сравнивала цены в Москве и Владикавказе. Предлагаем вам это видео, пожалуйста. Посмотреть, да. Сравним цены в Москве и Владикавказе. Такси за 100 по центру против такси от 300. Трамвай за 13 против автобуса метро за 51. Если приличное кафе во Владикавказе от 300, то в Москве за ту же цену можно лишь перекусить готовой едой. Про мясо. В Москве не очень безвкусная говядина полкило за 600, во Владикавказе вкусная и свежая полкило за 300 в Дерикате. И отдельный расход в Москве: вода 90 рублей за 5 литров, во Владикавказе кипятим из-под крана и не переживаем. И про жилье. Шикарная трешка с ремонтом в центре за 40 во Владикавказе против комнаты в пределах Садового за ту же цену. Много эмоций вызывает лично у меня это видео, даже, я бы сказала, раздражение. Почему же? Ну, во-первых, потому что нельзя сравнивать цены во Владикавказе и в Москве хотя бы по уровню доходов населения и по уровню зарплат в регионах. Ну, их можно сравнивать только в пользу жителей столицы. Столицы, безусловно. И вот как ты чуть ранее говорила о том, что уже туристам не все так уж рады. То есть, по идее, туризм – это то, что вливает в регион живые деньги, да, живые средства. Но только если это все попадает в экономику региона, действительно. Ну, даже пусть мы отбросим в сторону налоги, налогооблагаемую базу, пусть даже это попадает просто в чьи-то карманы. Если денег в регионе будет больше, это хорошо. Но вот смотри, если у москвича, скажем, доходы в разы выше, чем у владикавказца, и москвич с гораздо большей легкостью может позволить себе приобрести недвижимость, скажем, в Северной Осетии. Да, вот цены на недвижимость в республике действительно кусачие. Большинство людей приобретают жилплощадь благодаря ипотеке. Ну и, собственно, более 80% зарплаты жителей Северной Осетии уходят на выплату этой самой ипотеки. Северная Осетия расположилась на предпоследнем 84-м месте рейтинга российских регионов по соотношению ежемесячного платежа по ипотеке к зарплате. Ну, и вот средний срок ипотечного кредита у нас в республике, ну, что-то около 26 лет, и объем займа 4 миллиона рублей. Вот такие новости, собственно говоря. Да, но есть, наверное, и приятное во всем этом нашем эволюционном развитии республиканском, и сейчас мы это обсудим. От недвижимости мы перейдем к теме, которая, собственно, тоже, ну, косвенно связана с туризмом, но в целом больше связана с комфортной средой в республике. Так. Это относительно новая программа поддержки регионов «Инфраструктурный бюджетный кредит». Он имеет срок до 15 лет и всего 3% годовых. Такое финансирование получают регионы России для создания проектов, которые помогли бы развитию образования, науки, экономики и сделали бы регионы более привлекательными для инвесторов и для создания рабочих мест.
Северная Осетия получила почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей на 2023-2024 годы в рамках механизма специальных казначейских кредитов. Вот направят средства на реконструкцию водопроводных сетей в городе Дегара, завершат строительство инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Алания Парк». И также планируется обновление парка общественного транспорта. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев. И все это стало возможным в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». На 2022-2023 годы Северной Осетии было предусмотрено 811 миллионов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Вот цитата. «Средства направлены на создание объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации 4 социально значимых инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства, туризма и рекреации. Это комплекс жилой и коммерческой застройки на набережной реки Терек в Владикавказе, жилой квартал в северо-западной части Владикавказа, комплекс Аквасити в Владикавказе, также туристической направленности, туркомплекс Кахтисар в селе Даргавс». Ну, собственно, общий объем финансирования, если вам это интересно, в рамках использования инструментов инфраструктурного меню составляет почти 4 миллиарда рублей, а это, по словам Джанаева, позволит решить первостепенные задачи для реализации ключевых проектов развития Северной Осетии. Детали обсудим прямо сейчас. Собственно, наконец-то мы представляем нашего гостя Асланбека Хадарцева. Здравствуйте. Здравствуйте, Асланбек Шамилевич. Спасибо, что пришли к нам. Расскажите нам более детально, что же такое вот инфраструктурное кредитование, чем этот метод финансирования, скажем так, если я правильно выражаюсь, отличается от стандартно привычного бюджетного финансирования? Ну, во-первых, надо отметить, что это новый вид поддержки, в принципе. Это только после того, как вы, наверное, в курсе, вы так озвучили все, естественно, цифры. Это после того, как в очередном своем послании к Федеральному собранию президент России обозначил этот новый, принципиально новый инструмент поддержки. Это инфраструктурные бюджетные кредиты. Ну, в принципе, вы уже озвучили, что это вопрос 3% годовых, что очень важно, первые 3 года только проценты надо платить, тело не надо платить, и 15 лет. И планируется выделять, скажем, на 23 год, планировалось и выделилось это 500 миллиардов. И что самое интересное, во-первых, надо понимать, что не просто там всем субъектам, пожалуйста, берите, подход был такой, обязательное соотношение долговых обязательств. Доходов своих к госдолгу, скажем субъекта, так. Доходы? Субъекта, да, обязательно. Это, во-первых. Во-вторых, значит, вот инфраструктурные бюджетные кредиты строго под казначейским полным контролем казначейства. Это очень важно. И если, допустим, сегодня рассматривать, что же произошло на самом деле. Когда уже рассмотрели идею главы государства, то было представлено Маратом Хуснуллиным, значит, такое понимание инфраструктурное меню. Почему? Получилось 7 направлений, скажем, вот первое, это инфраструктурный бюджетный кредит, первое. И там планируется, допустим, планировалось 1 триллион рублей. Второе, это инфраструктурные облигации. Третье – это предоставление средств фонда национального благосостояния государственной корпорации. Да? Четвертое – это фонды содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Все, разговор идет о строительстве, о инфраструктуре, о ЖКХ, самое наболевшее, и туризм, и транспорт, тоже то, что очень важно, то, что для нас сегодня самое главное. Пятое – это реструктуризация долгов. Шестое – это поддержка проектов строительства, модернизации, так через банк ВЭБ Российской Федерации. И седьмое – это программа модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года и продлением 30-го. То есть вот на сегодняшний день в основном все субъекты участвуют в первом инфраструктурном бюджетном кредитовании. Это на самом деле очень интересно. И вот только что вы сказали, что это дает возможность, самое главное, вот многие застройщики, весь разговор о чем идет? Это бюджет с одной стороны, с другой стороны это внебюджетные деньги.
Многие хотят построить, скажем, вот городок, там, жилье, социально значимое, со всей инфраструктурой, детский сад, школу и так далее, что очень важно. Но вот именно затраты на инфраструктуру, они составляют, в принципе, порядка 15%. И вот сразу, получив деньги, любой застройщик более охотно участвует в этом проекте. Вот вы же назвали суммы, что у нас подтверждено в этом году 800 миллионов, потом 600 на будущий год. И в основном это значимое направление. И если любой застройщик, который знает четко, что уже инфраструктура идет за счет государства, он платит 3%. А смысл в чем? Дело в том, что если вот разбирать финансовую сторону, то получается так. Любая организация, хоть вы до этого говорили, платит, не платит, должны платить НДФЛ. А раз вы платите НДФЛ, то получается, что если брать цифры, то в строительстве это минимум 24% от стоимости проекта, это заработная плата. 13% оттуда. Прибыль. Те, которые люди получают квартиры, покупают квартиры, это же налог на имущество тоже физлиц, они в зависимости от кадастровой стоимости платит. Это второй источник. И третий – это земля, жизнь, налог на землю тоже остается. Это вот первые три таких пункта, которые как бы возмещают эти 3% потом тела. И самое главное в том, что по любому предприятию, нужно не только здесь строить, может там строить. И они платят, и вот эта сумма идет погашение и кредита, и основного долга. Это очень важный момент. Это раз. Что очень важно. На сегодняшний день мы здесь живем, мы знаем, это, наверное, только у нас в Осетии, во всех субъектах. Есть старые изношенные сети, есть проблемы с ремонтом. А вот такой подход четкий, когда есть по проектам, четким ясным проектам, современные, значит, уже необходимые материалы, которые срок службы минимум 25 лет, то есть необходимости в ремонте нету, содержания намного дешевле. И вот это вызывает серьезное подспорье для такой четкой поставленной работы. Угу. Вот. А вот можно такой вопрос? Как вот это кредитование сочетается с, скажем, с государственными программами, реализацией нацпроектов? Это как-то пересекается между собой? Конечно. Ведь основной целью именно этих программ и этого бюджетного кредита в том, чтобы достичь тех целей, которые прописаны в государственных программах для достижения национальных целей. Разве благосостояние народа — это не цель программы? Разве улучшение условий жизни — это же вопрос такой. Если условия жизни хорошие, демография улучшается. Если условия жизни хорошие, соответственно, и туризм развивается, и приезжают гости, и это все взаимосвязано. Это все для того, чтобы достичь тех целей, которые были у нас в проектах государственных программах. Но самое главное — это жизнь, условия жизни для человека. И вот именно как раз доступная очень, на наш взгляд, это серьезная тема. Необходимо защищать свои, скажем, те проекты, которые необходимо делать. К сожалению, на сегодняшний день, вот, я думаю, что нам необходимо, наверное, об этом говорит и глава республики, что нам необходимо создавать уже современный институт проектирования. Государственный. Вот у нас есть, допустим, государственная экспертиза, которая оценивает эти проекты. Нам сегодня необходимо качественный, уже высокооплачиваемый институт проектирования, чтобы у нас был запас проектов, четких, ясных, необходимых сегодня для республики. Во всех сферах. Это и строительство, это жилищно-коммунальное хозяйство, это и транспорт, это туризм и так далее, и так далее, и так далее. Это, наверное, необходимо. И сегодня это все понимают. Ну, скорее всего, имея, скажем, ГМИ со своим строительным факультетом и так далее, наверное, это будет в ближайшее время планируется организовать. Сегодня очень важно, потому что сроки очень сжатые, темп работы очень высокий. Поэтому, вот, допустим, на территории России это указы президента, в республике это глава и руководство республики, которые очень внимательно и курируют, и необходимо попадать темп движения вперед. Ну вот те объекты, которые были избраны, которые будут поддержаны при помощи вот подобного вида кредитования, они по какому принципу выбирались? Ну, давайте скажем так, тут принципа не было. Дело было в том, что на сегодняшний день, когда защитили те лимиты, которые у нас есть, то было там проектов было где-то порядка на 5 миллиардов.
Но, естественно, соотношение нашего баланса к доходам, госдолгу, и защитили ту цифру, которую вы сказали. И те проекты, которые, они же досконально прошли апробацию, доскональное изучение, и определились те, которые реально сегодня... Вопрос идет в том, что параллельно еще и нужен инвестор, который дальше будет продолжать. И не каждый объект, можно сказать, вот у нас даже если проект есть, то найти инвестора не тоже так просто. Надо же правду говорить. А эти средства к инвестору попадают? Ну а как? Вот они напрямую? Или это как-то через нет, государство? только через казначейство. Тут ничего к инвестору не попадает. Это самое главное условие. Все идет через казначейское обеспечение. На бумаге все прозрачно, понятно и соответствует требованиям. А если что-то пойдет не по означенной схеме, не по плану? Существуют ли какие-то вот меры поддержки дополнительные для того же самого застройщика? Ну, не хотелось бы. Потому что все это вызывает нагрузку на бюджет. Дело в том, что нам кажется, что вот нам 3 года, 15 лет. Это очень маленький срок. Время быстро пролетает, и надо уже отвечать за взятые деньги, надо платить. Это не так просто. Это то же самое, как и в нас в проектах. Есть исполнение объемов производства. Контроль, везде контроль. Как по-другому нельзя. Это же нам надо, в сети мы должны работать. Еще вопрос по бюджету хотела задать. Вот на предстоящий год, как сообщалось уже в средствах массовой информации, бюджет ожидается профицитный. А следующие 2 года, то есть 2025 и 2026, предполагаются, что будут дефицитными. Вот с чем это связано? Ну, вот мы сейчас в ближайшее время будем принимать бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, да. И изначально цифры наши в доходах это 37 миллиардов, но мы не можем сегодня сказать, что эта цифра окончательно на весь год. Почему? Потому что, вы же понимаете, без субсидий, без субвенций мы не живем с федерального бюджета. А вот сумма, которая еще у нас будет, она будет только после того, известно, после того, как будет принят федеральный бюджет во 2-м чтении. Это во-первых. Во-вторых, прогнозы, которые мы говорим на 25-26 год, мы же надеемся, что будем идти вперед, так хотим, да? Поэтому я думаю, что пока вот мы посчитали так, что обозначив небольшой там дефицит, наш профицит 280 миллионов всего-навсего, но мы еще будем смотреть, это базовые цифры, которые сегодня у нас получаются путем расчетов, поэтому говорить об этом пока рано. Я не думаю, что вот для этого я хочу сказать, чтобы нас тоже понимали, мы в прошлом году принимали бюджет 46 миллиардов, в начале 38, потом 46, а закончим, наверное, где-то порядка за 50 миллионов. Вот недавно у нас были внесения изменений, у нас сегодня по доходам 50, по расходам тоже 50 миллиардов. То есть работа ведется целый год. Это за счет роста собственных доходов и за счет субсидий, субвенций федерального бюджета, которые идут по жизненно важным моментам. Сегодня вы знаете, какое время. Время всегда непростое. Спасибо вам большое. Работа действительно ведется большая. Будем надеяться, что результаты мы этой работы совсем скоро увидим. Точно. Спасибо большое. Сейчас прервем с небольшую рекламу и после нее продолжим наш эфир. Непременно. На маркетплейсах подорожали подержанные книги, что вполне логично объясняется увеличением стоимости полиграфии и материалов. На одном из маркетплейсов утверждают, что у них первые опыты продавцов с подобным ассортиментом на платформе случились еще в 2021 году. В 2022 году на маркетплейс стали уже активно заходить крупные и средние букинисты, в том числе региональные. А еще в одной компании сказали, что рост продаж подержанных книг в целом в первом полугодии год к году составил 24%. Однако вырос спрос также и на новые книги. Можем ли мы надеяться на то, что скоро снова станем самой читающей нацией в мире? Алан. Не знаю. Я думаю, что здесь есть более компетентный человек, который сможет ответить на наш вопрос. Добрый вечер, Алан. Да, Алан, это вы. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и как ваше мнение по этому поводу совпадает с нашим? Ну, во-первых, дорожает все, поэтому не надо прям бояться, что нам
нечего будет читать. Это в общем контексте общего подорожания как бы ничего страшного. А кроме того, мы только что запустили проект, который вам поможет вовсе не покупать книги и при этом оставаться человеком начитанным. А как же тактильность? Тактильность. Можно взять старую книжку, например, одеть наушники и при этом, да. Ну давайте тогда, раз вы уже о своем проекте сказали первое слово, продолжим. Что это за проект? Это аудиокниги? Да, это проект, в рамках которого мы будем озвучивать произведения осетинских авторов, как классиков, так и современных. И это проект в рамках нашего книжного клуба. У нас изначально была такая направленность, мы обсуждали, мы уже 3 года собираемся во Владикавказе, обсуждаем раз в 2 недели какие-то произведения, и у нас изначально была такая концепция, только осетинская литература, осетинская северокавказская, можно так чуть шире взять. И эту же концепцию мы оставили для идей аудиоподкастов, наших аудиокниг. Сегодня только вышел первый выпуск. Поздравляю. Что это за книга? Мы начали с рассказа осетинского писателя Хоха Атлатова «Сон». Да, он был написан на осетинском языке. Фын, по-моему, рассказ даже в школьной программе. Рассказ 1911 года. Он уникален тем, что считается, его можно считать первым рассказом в осетинской литературе, написанным в жанре фантастики. А точнее, в жанре утопии, да, утопической фантастики, скажем так. Угу. А кто вот это все озвучивает, монтирует, за счет каких средств? Конечно, это связано с какими-то тратами. Озвучивает это пока, по крайней мере, это местные все дикторы. Мы очень хотим, чтобы так продолжалось и дальше. Посмотрим, как будет дальше. Вот. Но спонсором у нас выступила компания, интернет-провайдер M2 Connect, за что им большое спасибо. Да, я хочу сказать, что у них не только хороший интернет, но они вообще поддерживают. Это не просто реклама, они действительно поддерживают массу творческих каких-то начинаний. Да. А какие еще писатели вот в списке для озвучки? Как я уже сказал, мы хотим брать как классиков, так и современных писателей. Хотелось бы очень озвучить Ирлана Хугаева, хотелось бы озвучить Тамерлана Татаева, Азамата Габуева, Георгия Гобаева, много кого. Руслана Тотрова, прекрасный роман «Любимые дети», который я считаю важнейшим романом советского периода осетинской литературы. Очень хотелось бы попозже взяться и за него тоже. А вы начали с современного автора, вот, чтобы выстроить этот мост между аудиторией, молодой аудиторией? Мы начали с не совсем современного автора. Ну, если мы сравниваем это, допустим, с позапрошлым веком и... Ну, как я уже сказал, рассказу больше 100 лет. Этому рассказу, с которого мы начали. Возможно, да, можно провести такую параллель, что мы вот хотим перекинуть мост. Просто насколько вот эта молодая аудитория, она воспримет эти тексты? Ну, вы знаете, я уверен, что воспримет, потому что мы уже прошли через это. В нашем книжном клубе мы постоянно чередуем классиков и молодых авторов. Мы чередуем эти обсуждения. И это удачная формула, потому что молодежь втягивается в обсуждение корифеев осетинской литературы, которые казались им, может быть, скучными когда-то. Они втягиваются в это. И обратный процесс тоже происходит. А вот расскажите, пожалуйста, о самом книжном клубе, как происходят ваши встречи, то есть как это выглядит? Вы читаете произведение, вы его обсуждаете, как это работает? Ну, это самый обычный книжный клуб, когда мы заранее анонсируем произведение, которое обязательно нужно прочитать. Наверное, это единственное условие. Просто как заранее... домашка такая. Да, домашка — это прочитать какое-то произведение. Потом мы собираемся и в свободной форме его обсуждаем. Не в лекционной форме, а именно в свободной. Да? Мы не претендуем на звание каких-то там высоколобых эстетов. Мы хотим, чтобы к нам тянулось побольше людей, поэтому мы очень так открыто и свободно это все проговариваем, каждый текст. А в конце этого обсуждения вы должны к чему-то прийти, к общему знаменателю, или это не обязательно? Скажу по опыту, лучше ни к чему не приходить в конце. Были драки? Были. Были. Да. Алан, вот такой вопрос. Мы уже поставили его в начале, вот по поводу самой читающей нации. Вот вам кажется, сейчас
молодежь вообще читает? Какая-то тенденция вот за последние годы, мне, на мой вот субъективный взгляд, мне кажется, тенденция в сторону чтения появилась. Ну, я бы не был так оптимистичен, но, с другой стороны, да, есть какая-то категория людей, которая читает, есть те, кто пишут, да, что вообще прекрасно. То есть все время появляются новые писатели, это прекрасно, да. Ну, у нас целые форумы проходят писательские в республике. Да. И, но в то же время это, конечно, не та массовость, которая была, там, не знаю, лет 30-40 назад, конечно, никакого сравнения. Скорее сейчас это более такая маргинальная тусовка, маргинальная не в плохом смысле, а в плане отсутствия массовости, да. Вот. Но все равно какой-то такой культ чтения сохраняется, может быть, не столь пока массовый. Угу. Я предлагаю посмотреть небольшой опрос, который по этому поводу подготовила наша съемочная группа. У Коста Ливановича Хитагурова есть сборник стихотворений, «Осетинская лира» называется. Вот его бы я с удовольствием прослушала. Ну, я думаю, что Коста Хитагурова «Завещание» давно хотел прочитать, как-то не могу нигде найти, поэтому было бы здорово, если была бы возможность. Газданов «Вечер у Клэр». Ну, наверное, хотел бы прослушать Коста Хитагурова. Произведение Гади Иващика «Ажау». Бирага Макрикуб хотел бы прочитать, послушать в электронном формате. Нашего великого поэта, основоположника осетинской литературы и поэзии Коста Ливановича Хитагурова я бы послушала Фатиму с удовольствием. Знаете, хотелось бы, конечно, чтобы аудиозапись была у сборника стихотворений Коста Хитагурова. «Охота на туров». Рассказ Коста Хитагурова. Ну, собственно, вы записывали? Да. В основном все классику Вывод, на самом деле очень интересно опрашивается. Опрошена в основном молодежь, и молодежь говорит в основном о Коста, да? Да. А может быть, это тот как раз-таки автор, который на слуху? Которого знаем. Ну, может быть и так, да. Ну, с другой стороны, мне показалась искренность, честно говоря, в их ответах. Я услышал искренность. Коста, мне кажется, находит и сейчас свое место в умах молодежи. Его читают действительно. И это хорошая идея. Мы подумаем о том, что можно было бы в первую очередь из Коста озвучить. А как вообще можно будет ознакомиться, где находить эти книжки, аудио? Ищите книжный клуб Алана Цхурбаева, можно также набрать книжный клуб Алана Цхурбаева. Есть канал в Телеграме и в других соцсетях странички. Все очень легко гуглится и находится. Возвращаясь к теме Коста Хитагурова, все-таки мало найдется людей, кто не воспринимает его творчество и талант, потому что он действительно был удивительный, экстраординарный человек для своего времени, да и в принципе. Но другое дело, что вот невелик список других осетинских авторов, с которыми знакомы, даже и наши ровесники, возможно, да, что говорить о наших детях, да, подрастающем поколении. Вот как можно эту ситуацию исправить и почему так произошло? Вот, по-вашему? Ну, почему так произошло, это, наверное, очень долгий разговор и очень серьезный. Простите. Но действительно есть такая ситуация, и мы тоже пытаемся ее как-то менять. Опять же, кто знает Хохот Латова, да, кто знал его произведения? Мало кто. Вот кто-то сказал Сека Гадиева. Ну, Гадиева хорошо, больше знают, конечно же. Но масса писателей, которые остаются в тени известных имен. Мы сделаем акцент, конечно, вот именно на этом в первую очередь. Мы в рамках нашего книжного клуба, если честно, больше 2 лет откладывали обсуждение Коста. Потому что из-за масштаба личности? Потому что слишком исследованная, да, личность? Может быть и так, да. Хотелось в первую очередь дать возможность проговорить кого-то другого, менее известного. Угу. А вот еще такой вопрос более абстрактного характера. Вот сейчас, я не знаю, но мне кажется, у многих в телефоне есть приложение для чтения книг. Многие пользуются подписками. Вот Дзера у нас амбассадор бумажных книг. Она любит бумажные книги. Я предпочитаю аудиокниги.
как кому-то подходит этот формат, кто там за рулем или там параллельно что-то может делать. Все же это все равно влияет на уровень чтения, на то, насколько много люди читают. То есть если там с какое-то количество лет назад нужно было пойти в магазин, купить книгу, сесть, потратить на это время, да, то сейчас ты можешь включить приложение, оно тебе там читает. Ну вот как-то все-таки может быть тенденция в сторону большего количества читающих людей? Есть? Вы хотите сказать, современные технологии информационные, дают это возможность угроза становиться или более наоборот, умными и начитанными. Помощь? Да. Ну, на самом деле, я не из тех, кто склонен трагедизировать ситуацию, да, вот с наступлением цифровизации всеобщей, я имею в виду. Мне кажется, что информационные технологии несут как и опасность, так и, на самом деле, много возможностей для человечества вообще в целом, и для того, чтобы оказаться читающим человеком в современном обществе в частности. Я слушаю лично и аудиокниги, и читаю в бумажном формате, конечно, тоже. Причем к аудио я пришел совсем недавно, можно сказать, и каждый должен найти как бы свой путь. В этом нет ничего страшного, можно совмещать. Это не какие-то взаимоисключающие, да, вещи, бумажная книга и аудиоформат. Я слушаю перед сном, скажу честно. Мне вот так очень удобно и засыпать, и когда ничего не отвлекать. Я не могу слушать, например, аудиокниги, занимаясь чем-то другим, да, потому что все равно как-то мысль отвлекается. Кому-то так подходит, не знаю. Но в целом в этом же формате нет ничего нового. Все мы помним, ну, по крайней мере, мое поколение и старше, радиоспектакли, да, замечательный формат был. Поэтому это не то, чтобы только для молодежи мы делаем, да, вы можете включить это со своего телефона на своей бабушке, да, не знаю, кому-то из старшего поколения. Им будет приятно послушать каких-то наших авторов в таком звуковом формате. Я даже вспомнила времена царской России, когда принято было читать, то есть... Вслух кому-то. Да, кому-то, да. Но я про другое еще хочу спросить. Вот меня интересует детская литература. Да. А в частности, остинская детская литература. Вот есть у нас чем гордиться и что предложить современному ребенку? Ой, ну, конечно, очень жаль, что нет сейчас рядом со мной Дианы Солбеевой, которая возглавляет детский журнал «Нокзал», который выходит как на остинском, так и на русском языках. И там масса интересного. Я сам его детям приношу, и мы пытаемся вместе читать. Это замечательный журнал, поэтому там тоже жизнь очень Журнал-то интересная. прекрасно. Мы тоже с вами росли и на Мурзилках, и на веселых картинках. Другое дело, что мы также росли на русских народных сказках. Да? А вот у нас, помимо остинского нардского эпоса, есть ли вот такие душевные сказки, которые можно читать детям перед сном? Ну, почему нет? Есть люди, которые пишут до сих пор детские сказки. Ну, я, наверное, не назову сейчас конкретных имен, но точно в этом направлении есть люди, которые работают именно в этом направлении. А в планах у вас есть озвучка такая? Честно сказать, не думал об этом, но... Не благодарите. Но можно призадуматься, потому что дети — это вообще непаханное поле для творчества. И кому, если не детям, там на ночь ставить аудиосказку, если это будет осетинская сказка, вообще прекрасно. Отличная идея. Обращайтесь на пару со взрослыми. Ну что ж, наверное, мы все, что хотели сегодня у наших гостей, выпытали. Вроде бы это получилось достаточно интересно. Спасибо вам большое, Алан. Будем слушать. Будем слушать прямо сегодня, прямо перед сном. И читать тоже будем. И настоящие книжки, бумажные, шершавые, пахнущие краской, с удовольствием. Ну что ж, наше эфирное время подошло к концу. Да, собственно, мы будем скучать по вам, как и вы по нам, мы очень на это надеемся. Но увидимся с вами совсем скоро. До скорой встречи в эфире. До свидания. У нас же новости еще были.